Қайырлы күн, құрметті достар! Сегодня у нас вторая часть выпуска про время, уақыт. И я вам расскажу, как правильно отвечать на вопрос, который час, сағат неше болды. Друзья, когда на часах ровное время, например, ровно 12 часов, либо 6 или 4, то мы говорим сағат 12 болды, сағат 6 болды, және сағат 4 болды. А для усиления точности времени мы добавляем слово тура, то есть сағат тура 12 болды, сағат тура 6 болды, сағат тура 4 болды. Если на часах половина, то мы используем конструкцию, противоположную русскому языку. Например, в русском языке мы скажем половина шестого, а в казахском наоборот, без жаром 5,5. То есть половина принадлежит идущему часу. Друзья, давайте теперь разделим наш циферблат на два полушария. Если минутная стрелка с правой стороны, то в нашей фразе обязательно будет слово кетте, то есть прошло. Если минутная стрелка с левой стороны, то обязательно будет слово калде, осталось. Рассмотрим каждую сторону подробнее. Итак, если на часах 5 минут 11, оннан 5 минут кетте. Дословно от 10 ушло 5 минут. А если у нас 5 минут 4, то үштен 5 минут кетте. От 3 ушло 5 минут. В этой структуре концовка неизменная. Кетте минуты меняются, но к ним не добавляются никакие окончания. А вот к часам прибавляются еще окончания. И эти окончания, друзья, нам нужно просто выучить. Часов у нас 12, соответственно, видов окончания тоже 12. Например, бірден, екіден, үштен, төрттен и так далее. Теперь подставляем наши знания в эту конструкцию, друзья. 10 минут 9, сегізден 10 минут кетті, то есть от 8 ушло 10 минут. И так дальше. Но, друзья, эта конструкция применима только до 30 минут. И если минутная стрелка перевалила за 30 минут, то используем вторую конструкцию. В данном случае мы будем говорить, сколько минут осталось до следующего часа. 12 часов 45 минут. До часу осталось 15 минут. Бірге 15 минут қалды. До 3 осталось 20 минут. Үшке 20 минут қалды. В этой конструкции принцип такой же. Концовка не меняется. Қалды. Потом подставляем количество минут. И у часов меняется только окончание. Окончания здесь уже другие. Их мы тоже должны запомнить, друзья. Бірге до часу, екіге до 2, беске, алтыға, жетіге и так далее. Таким образом, мы имеем два типа конструкций. Когда минутная стрелка не дошла до 30 и когда минутная уже перевалила за половину. Дальше немного практики. 2 часа 10 минут. 10 минут это значит минутная стрелка еще не дошла до 30. Поэтому мы будем говорить, сколько минут ушло от 2. Екіден 10 минут кетті. Если до 8 осталось 25 минут, мы говорим сегізге 25 минут қалды. Или без 10 10, 10-ға 10 минут қалды. Достар, сау болыңыздар. Уақыт бөліп мені тыңдағандарыңызға рахмет. Не ждите, учите казахский, ведь время никогда не будет идеально подходящим.